Это едва ли не самый древний овощ из всех культурных корнеплодов. Остатки моркови в окаменелом виде найдены в свайных постройках под Берном в Швейцарии. Специалисты считают, что она пролежала там не менее 3000 лет и не потеряла цвет. Но про цвет это наверняка вымысел, однако так уж повелось. Чем интереснее объект, в данном случае плод, корнеплод, тем больше вокруг него мифов, легендок и сказок. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, морковь. Что мы о ней знаем, не знаем или догадываемся? Культурные сорта моркови происходят от дикой моркови, родиной которой является Малая Азия. Еще за 2000 лет до нашей эры она была известна древним грекам и римлянам. По немецким средневековым сказаниям морковь считалась любимым лакомством гномов, волшебных лесных человечков. Бытовало такое поверье: если вечером отнесешь в лес миску с пареной морковью, то утром вместо морковки найдешь слиток чистого золота. Ночью, мол, гномы съедят морковь и щедро заплатят за любимое кушанье. Находились доверчивые люди, которые носили в лес миски с морковью, но золото, увы, не обнаруживали. Обидно, досадно, но не страшно. Она и сама, наша оранжевая красавица, чистое золото с точки зрения пользы. И цвету лица поможет, и фигуре, ибо низкокалорийна, и общему состоянию здоровья. Морковь ценится прежде всего за высокое содержание каротина, который, поступая в организм, превращается в витамин А, но при наличии жира, масла, орехов или сыра. В моркови содержатся и витамины группы В, С, Д, Е, богат овощ кальцием, калием, железом, йодом, фосфором, магнием. Все это делает его очень нужным при болезнях сердца, для улучшения эластичности сосудов при авитаминозе, малокровии, гипертонии, для улучшения зрения. Но, пожалуй, самое важное, чтобы получить от моркови максимальную пользу, употреблять ее лучше не в сыром, а в вареном или запеченном виде, поскольку при тепловой обработке количество ценных веществ увеличивается в ней просто в разы. Вот такая интересная информация, вот такой интересный рецепт. Возьмите на заметку. Фета с запеченной морковью. Морковь нарезать длинными брусочками, подварить в подсоленной воде буквально 5 минут. Остудить, выложить на противень, присыпать сахаром, солью, смесью специй прованские травы. Прилить оливковым маслом, отправить в духовку на 20 минут. После чего опять же остудить, соединить с раскрошенной фетой, выложить на листья салата. Или присыпать любой любимой рубленой зеленью, петрушкой, кинзой, базиликом. Кстати, европейские кулинары и зелень морковки, как бы мы сказали, ботву, охотно используют в приготовлении супов и салатов. Надо бы попробовать как-нибудь. А на сегодня все. С вами была Жанна Соловьева. Пока.